Числа. Язык, понятный любому жителю земного шара. Только уже по этой причине сложно переоценить значение математики и физики в современном мире. Изучение этих фундаментальных наук дает человеку невероятное преимущество в понимании любых процессов. Именно к этому стремятся студенты факультета прикладной математики, физики и информационных технологий Чувашского государственного университета. Из стен факультета выходят бакалавры и магистры направлений: математика, прикладная математика и информатика, математическое обеспечение и администрирование информационных систем и физика. Куда пойти учиться, кем я стану, где буду работать и сколько зарабатывать? Сегодня перед выпускниками школ стоят очень серьезные вопросы. Об этом мы поговорим в программе «По существу» с профессором, заслуженным работником Высшей школы Российской Федерации, деканом факультета прикладной математики, физики и информационных технологий Чувашского государственного университета Александром Юрьевичем Иваницким. Александр Юрьевич, здравствуйте. Добрый день. Мы сейчас в одной из лабораторий. Чем здесь обычно занимаются? Это физическая лаборатория. Здесь занимаются в основном дети, школьники, которые ходят на малофизмат. Но начиная с этого года в этой лаборатории также будут заниматься студенты факультета. Почему сегодняшним выпускникам, возможно, и тем, кто занимался в этой лаборатории, стоит поступать на ваш факультет? Дело в том, что при выборе специальности нужно ориентироваться на те области, которые будут востребованы через 4-5 лет. Среди таких областей нанотехнологии, это искусственный интеллект, это альтернативная энергетика, это информационная и финансовая безопасность. Если выберете вот эти направления, то вы будете востребованы, а востребованность означает это трудоустройство и достойную зарплату. На факультете у нас студенты получают все необходимые знания и навыки, которые понадобятся для работы в этих областях. На факультете всего 3 направления бакалавриата, 3 направления магистратуры, есть еще аспирантура по 2 направлениям. Прикладная математика, информатика. Мы готовим специалистов, которые могут применять математику с учетом рисков. Мы готовим в таких областях, как искусственный интеллект и робототехника, в областях, где нужны математические методы расчета, анализа и принятия наилучшего, или, как математики говорят, оптимального решения. Это те области, где нужно создавать математические модели. Это, прежде всего, банковская сфера, финансовая сфера. Что касается трудоустройства наших выпускников, они работают в смежных областях. Это математика и экономика, математика и бизнес, математика и промышленность, математика и информационные технологии. В этом суть направления прикладная математика и информатика. Из опыта выпускников, которые закончили наш факультет в 2011-2019 годах, могу сказать, что они работают математиками, актуариями, работают финансовыми аналитиками, аналитиками фондового рынка, специалистами по недвижимости. Вы сейчас упомянули очень интересную профессию – математик-актуарий. Где может работать этот специалист и вообще что он изучает? Это специалисты, которые могут построить вероятностные модели в сфере финансов, банковской деятельности и инвестиционной деятельности. Это ключевые сотрудники при расчете рисков. То есть вы можете построить себе в будущем отличную карьеру в любом финансовом центре мира, начиная от Москвы до Лондона, а учиться в Чебоксарах. В названии вашего факультета есть фраза «информационные технологии». Каких специалистов в этой области вы готовите? Информационные технологии – это быстро растущая отрасль экономики. И IT-специалисты сегодня пользуются повышенным спросом на рынке труда. И специальность математического обеспечения и администрирования информационных систем выпускает специалистов с фундаментальными математическими знаниями. Студенты изучают языки программирования Lazarus, Java, Python, операционную систему Linux, изучают, каким образом разрабатывать математические программные обеспечения, учатся их внедрять в производство. Они работают аналитиками, программистами, специалистами по внедрению и разработке программного обеспечения. Александр Юрьевич, вы выпускаете еще и физиков. А куда они могут пойти работать? Студенты в направлении физика изучают те дисциплины, которые позволяют стать им физиками, способными решать как и теоретические, так и экспериментальные, фундаментальные исследования.
Они могут работать в проектно-конструкторских бюро, отделах крупных промышленных предприятий. На факультете у нас по физике специализируется по 3 основным направлениям. Это нанотехнологии, это альтернативная энергетика, ну, точнее, скажем, солнечная энергетика, это искусственные нейронные сети. Наши физики могут работать физиками-исследователями, физиками-инженерами, могут работать в крупных и средних компаниях, научно-исследовательских лабораториях и отделах, могут также работать с базами данных, используя искусственные нейронные сети. Наши выпускники в Чебоксарах работают в ведущих банках, таких как Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, а также в IT-сфере работают в известных компаниях Мегапьютер, Key-Systems, Диасофт, iServe и других. Выпускники, актуарии, о которых я говорил, они работают также в страховых компаниях, пенсионных фондах. Естественно, работают наши выпускники по всей России. И не только в России, в таких странах, как Великобритания, США, Австралия, Нидерланды, Германия. Вот в Чувашии сложилось традиционно такое сильное физико-математическое школьное направление. И выпускники школ, когда сдают ЕГЭ на 100 баллов или просто на высокие баллы, они, само собой, поступают в Петербург, в Москву, отдают документы. Скажите, какие аргументы есть у вас, чтобы высокобальники оставались здесь и получали образование в родной местности? Да, такая проблема существует. Но я бы хотел сказать, что часть выпускников, которые уезжают в столичные вузы, такие как МГУ, МФТИ, МИФИ, они к нам возвращаются. Каждый год перепоступают, или мы зачисляем на бюджетные или платные места несколько человек из этих вузов. Причины возврата разные. Одна из причин, они здесь в школах Чебоксары были звездами, а там в этих вузах таких звезд много, и они потерялись. А здесь, в нашем университете, студентов на нашем факультете не так много. Мы их знаем всех в лицо. Каждый преподаватель знает каждого студента. И мы можем построить индивидуальную траекторию обучения. Преимущество обучения на факультете и вообще Чувашского госуниверситета следующее. Здесь готовят востребованных специалистов. А это означает трудоустройство и достойную зарплату. На факультете очень много бюджетных мест. У нас 84 места. Из года в год количество бюджетных мест растет. Студенты получают стипендию, и порой немало. Некоторые студенты получают до 15 тысяч. Для иногородних есть общежитие. Учеба в шаговой доступности. Потому что в столичных вузах студенты теряют 1,5–2 часа на дорогу от места жительства до университета. Одной из самых главных причин — это то, что это недалеко от своей малой родины. Есть возможность встречаться постоянно с родителями, с друзьями. Ну и помимо учебы наверняка есть какая-то внеучебная деятельность. Да, это и спорт, это и художественная самодеятельность, это студенческие отряды, это волонтерское движение, это возможность участвовать в разных проектах, путешествовать по стране и по всему миру. На факультете я получил качественные знания, которые применяю в своей работе и по сей день, чему я очень рад. После получения диплома я работал в различных организациях республики, потом перешел на работу в негосударственный пенсионный фонд в качестве актуария. Сейчас работаю в центральном аппарате Банка России. Почему стоит идти на факультет? Потому что это путевка в прекрасный мир математики и ее приложений, которые окружают нас повсюду. Александр Юрьевич, у вас есть сейчас возможность обратиться к абитуриентам. Что бы вы им пожелали? Нужно сделать правильный выбор. Я бы сказал словами одного из наших выпускников: если вы выберете специальности, связанные с физикой, математикой, информационными технологиями, вы попадете в точку. У вас будет хорошая работа, гарантированное трудоустройство и высокая зарплата.